Блин, бревно тут как... Таранит. А? Бревно таранит. С краю, с краю, с краю. Ой, и туда. Обратно также выйдешь. Так, ну что, Роман Геннадьевич, оставляешь ты меня на острове. Не забывай, приедь когда-нибудь. А то буду как заяц. Деда Мазая нету, скакать не буду, остров затопит. Так, ладно. Это мне. Давай пакет. Чехол-то зачем мы взяли? Не знаешь? Для документов. Роман едет, везет рыбу, везет уток. Иначе в такую жару все испортится. Наступила летняя жара. Просто труба. Так, ну давай чехол, все равно мешаться будете. Стульчик. Блин, раз ты унесу, нет? Все, да? Все. Что, когда приедешь? Или когда все сделаете? Ну да, на утрянке, думаю, по-любому буду. Поспи, а то за машиной уснешь потом, блин. Обязательно поспи. Пусть мама там бабушку зовет, Надю помогать. А ты спи. Скажи, мама, я 2 дня не спал. Все, давай, пока. Ну, о, что-то пролетело. Недалеко. Нет. Да? Ну, эта вода прибыла. Сюда и приедь, только заметь, запомни где. А я-то все равно в свой не пройду отсюда. На резинке приедем. А как ты приедешь? На резинке только. Перевезу, да и все. Или сам приедешь. Резинку спрячешь, да и все. Какие могут быть вопросы? Все, давай, пока. Резинку сюда можешь тогда принести. Нет. Ну вот. Приехал. Со всеми манатками, как говорится. Утка есть, утки нет. Ой. Ну все, друзья, я на острове. Роман едет домой. На утреннюю зорьку хочет успеть приехать, а я остаюсь здесь одинешенек на этом утином острове. Да пребудет с нами удача. Друзья, такую весновку я еще не помню. Было тепло, да, были комары, да, но такой жары не было. Это хорошо еще, что ветер дует. Так бы просто, наверное, уже сгорел бы от жары. Вон, как видите, голый торс. Решил позагорать. Вот, микроволновка, пожалуйста. Банка каши греется прямо под солнцем. Сижу в тапочках. Ем макароны, которые Роман приготовил перед отъездом, потому что, говорит, ешь, папа, все равно скиснет. Чаек, кофеек, булочки, шмулочки, хлеб. Все, прянички, ну просто балдеж. Утки нет, да и бог с ним, нет, днем она не летает. На озере, возможно, она есть, но мы там сейчас перекусим, прогуляемся и не будем время терять. Вот я взял спальный мешок, я просто лягу и посплю на свежем воздухе, без всяких палаток, без ничего. Правда, есть опасность, что какие-то жучки, паучки, как его там, клещи там могут быть. Проснулись, наверное, уже. Ну, не знаю, спать тоже надо. В палатке там жара невыносимая, просто очень жарко.
маленькие палатки, там какие-то сороконожки вот такие бегают, я туда даже не боюсь залезать. А тут буду совмещать полезное с приятным. Буду сидеть, буду отдыхать, усну так усну, нет так нет. А если подсядет утка или увижу, то могу даже и выстрелить. Вот такой вот прекрасный отдых, друзья. Рыбу мы уже поймали, уток немного постреляли. Теперь мы просто будем отдыхать. Часть продольников поднял, часть, возможно, завтра поднимем, послезавтра, скорее всего, да, одну ночевку. И можно сматывать удочку. Немножко мяса заготовили, немножко рыбы заготовили. Теперь можно отдыхать. Потому что с понедельника, со следующей недели начнется уже работа по дому, работа в деревне, сельское хозяйство, навоз, земля, пахать, сажать. Работы в деревне, друзья, хватает. Весновку провели мы просто супер. А завершение весновки с такой погодой — это просто класс. Здорово, друзья, здорово. Я покушаю и потом, наверное, посплю немножко. Все, друзья, всем пока. Ну что, вот наконец-то наступил вечер. Время 7 часов. Ну да, где-то около 7. Сейчас глянем. 18:51. Время почти 7 вечера. Солнышко садится за горизонт. Ветер стих. И пошли комары. А у нас нет антикомарина. Ну, это ерунда. Понял я одно, что днем здесь делать нечего. Ни одной утки. Вру, 2 утки пролетели в небесах. И все. Такое ощущение, что вообще уток нет. Но сейчас стихло, и есть надежда, что может быть что-нибудь да полетает. Вот. Уснуть у меня не получилось, потому что пекло просто солнышко. Сейчас стало прохладно, вот только-только оделся недавно. Слышно, подъехала лодка. Голоса. Ладно, в общем, друзья, ждем прилета уток. Что я еще сделал? Зарядил батареи, телефон зарядил и зарядил батарею для экшн камеры, потому что вот эта камера уже моргает. Сейчас поставим новенькую батарею, чтобы во время охоты больше не отвлекаться, не переключаться, чтобы все было наготове, чтобы снять интересные кадры. Все, друзья, ждем перелета. Сегодня я на острове не один. Пришли 2 с нашей деревни. Пришли сюда, посмотрели, поспрашивали, что да как. Ушли повыше на другое место. Выстрелов пока не было. Ждем. Все на лед. Есть.
Нырнуло. Что с ружьем? Есть. Что с ружьем-то? Что за осечки нафиг? Так. Где-то вот черки летят. Стая черков пролетела. Сели к Роминому шалашу. А Ромки-то там нету. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас там будет зоопарк, все будут туда лететь, падать, и никто их там пугать не будет. Это всегда так. Начало темнеть. А возле кустов уже не видно нифига. Такая красота. Две утки добытые у меня вон плавают. Один здесь. И вон там к кустам уже отнесло. Ой-ой-ой. Спать хочу. Вода наступает. Если еще поднимется сантиметров 20, меня отсюда выгонит. Придется другой шалаш делать. Надеюсь, на сегодня хватит еще. Сегодня мне придется провести ночь в шалаше, потому что Ромка уехал на лодке, и я остался один на острове. В палатку перебраться никак. Когда он приедет, не знаю. Темнело. Ну и, наверное, все. Вот. Белеет там возле кустов. Одна вон там в конце, вторая. Вот те две утки, что садились, удалось заснять. Вы сами все видели, как все это было. Больше уток не было. А, вру. Пролетело 5 съездий высоко. 4 черка, кроме полетели. Еще по паре чешков было. И один съезд налетел. Я как раз с семьей говорил по телефону. Проморгал. Что больше уток не было. Так что сейчас попьем горячего чая с термоса. И попробуем пару часиков кимарнуть до рассвета. Может, тогда будет что интереснее. Если будет рассвет такой же, как был сегодня, это будет просто замечательно. Все, хочу спать, вырубаюсь, я просто уже глаза тяжеленные. Все. До утра, друзья. До утра. Друзья, доброго утра.
22:20. Где-то я лег. Получается, около 2 часов я поспал. Но чуть меньше, не сразу уснул. Я даже не слышал будильника. В общем, залез спать. Только снял сапоги. Всех собрал уже. И хоть немножко, но поспал. А то вообще не спать это очень тяжело. В принципе, 2 часа поспал. Вполне бодренько свежо себя чувствую. Улица светает уже. С каждым днем все раньше светает. Все позже темнеет. Скоро начнутся у нас белые ночи. Просто благодать. Одеваем камеру на голову и ждем перелета уток. В начале острова уже пару раз выстрелили. У Ромы в шалаше там тоже. Утки садились туда, у Рома пошел взять резиновую лодку, переехать туда. Все. Начинается утренняя зорька. 5:27. У меня от тишины, вернее от отсутствия перелета, уже начал опять вырубать. Засыпаю на ходу, сидя. А уток нет. Полное отсутствие перелета. Нас тем временем все затопляет и затопляет. Уже вот по дороге, потому что низина. Тоже вода. Там вода. В общем, вода поступила уже притык к шалашу. Скоро надо будет передвигать шалаш. Вчера в это время утка полетала. Сегодня вообще не хочет летать. Почему? Да хрен его знает почему. Нет уток, потому что, наверное, напечурена вся. Залетали чайки. Это плохая примета. Обычно на болоте, когда я охотился, как только залетали чайки, можно идти было в избу. Значит, уток больше не будет. Они обычно часика 3 летать начинали. Ни одна утка не садилась. Сейчас 38. Вот это перелет. Так, тут у нас одного выстрела осталось. 2 точно, там вот одна плавает. Странно. Что за патроны? Осыпала дробью, улетела. 2 утки, одна из них живая.
хоть чирочки сели. Так, друзья, сегодня не мой день, это точно. Провел ночь в шалаше. Утро такое прекрасное, вроде бы обещало, что все будет хорошо. Но все пошло не так. Сначала вот чирки туда сели. Четыре штуки в одну кучу соединились. Выстрел осталась только одна. Под ранком ушла, добила, улетела там. Потом прямо сюда к чучелам села самец хохлатой чернити. У меня осечка, достаю, патрон застрял. Я не знаю, будет, не будет стрелять вообще это оружие. Ну и самое печальное, конечно, сижу и что-то меня захлюпало вон в шалаше. Глянула, вон уже вода. Вода наступает. Вода уже в шалаше. Кругом вода. Вон. Это что за волны там были? О, две утки летят. И самое печальное еще у меня стало что-то с камерой. Ладно. Блин, срисовали. Ну, вот я же говорил вам. Опять пока я вел съемку, они налетели, четко прямо налетели. Естественно, видели. И улетели на Печору. Все через Ж. В общем, выключаем камеру немного. Сажусь на стул, еще посидим. Вот все утро не летало. Нет, достал камеру, начал говорить. Блин, налетели прямо на меня. Прямо оттуда, прямо с открытого места. В общем, что-то начинает меня уже все это немного раздражать. Ладно. Переплюнем. Посидим. Будем ждать. Больше включаться не будем. Сделаю включение только при подведении итогов. Все. Может быть, что-нибудь да полетает еще. Экшн камера что-то стало, я не знаю, что. Сначала написала CD error. Error это кранты. Что-то. Потом пытался включить, не включилось. В палатке есть еще карта памяти. Попробую поменять. Если не будет работать, то, к сожалению, съемок больше не будет. Ну или буду Ромку с собой брать, чтобы снимал на эту камеру. Вот такая невезуха. Пошло что-то все не так, наперекосяк.
такое, друзья, прекрасное утро. Ну, утки мало, правда, я не остался без уток. Добыл черка, вон еще 2 черка летят. Кстати, вот я заметил такую закономерность. Стоит только мне взять в руки камеру, сразу что-то да что-то налетает. Третий раз вот. Сижу 15, 20, 30 минут. Стоит только руки взять камеру, сразу налет. То широконоски, то черки, то еще что-нибудь. А я вам скажу, друзья, все, пора эвакуироваться. Меня все затопило полностью, вон, полностью вода прибывает. Если я 2 часа назад здесь еще спал в спальнике, то теперь уже, как мы видим, все. Пора переставлять шалаш, поднимать его туда повыше, на самое высокое место. Идет быстрый подъем воды. И за 2 дня просто затопило весь луг. С одной стороны, это хорошо. Это хохлатая чернь будет лететь. Ну, утка будет лететь, садиться сюда. Вот, добыл еще уточку. В лед уронил. Упало 2 вообще-то. Так, где она? Сфокусирует, не сфокусирует. Где-то здесь вот плывет. Вот она. Добыл 2. Одна упала сюда. Вторая упала в кусты. Вон куча перьев до сих пор там. Удачно попал. Кое-что, конечно, мазал. Налетала стая гусей по своей глупости. У меня пятизарядка, я еще не знаю, как это можно назвать. В общем, включил отсекатель. Загнал туда картечь, потому что я в основном на уток охочусь с 5-ки. И забыл выключить отсекатель. Гуси налетели прямо вот сюда. Здесь вот прямо над головой. Метров 50, наверное, я стрелял с картечи. Не попало. Или просто там, ну, крупная картечь. И вдогонку, когда они были над головой, нажимаю, а мне не стреляют. Я забыл выключить отсекатель у меня. В общем, куча досадных. То ружье не вовремя, хохлатая чернь сюда подсела, заклинила. Одно, другое, третье. Можно было хорошо настрелять сегодня, даже при всем том, что утки практически не было. Очень летало мало, но те моменты, которые были, я не использовал. Но в то же время у меня добыто 2 утки вчера, и сегодня получается раз и 2. Тоже получается 2 утки. 3 утки, да. 2 черка, и вот это я не знаю, что за утка. Сейчас достанем, посмотрим. Я уже забыл. Или 4. Ну, в общем, соберу урожай и скажу, я уже запутался. Сейчас достану лодку, прокачусь, посмотрю. Ту утку, может быть, в кустах найду. Она куда-то туда в кусты шлепнулась. Поищу, соберу. Ну, а пока надо переставлять шалаш. Мы вот все это сейчас сооружение уберем, соберем. Пока вещи не мокли. Вот тут небольшой бугорок остался для вещей. Остальное вон везде уже вода. Этот камыш, эти палки, эти елки, короче, все на сухое место переставляю. Собираю все гильзы в пакет. Соберу с собой. Тут даже вон старые гильзы, это не мои. Это кто-то здесь вот банку, гильзы оставил, мусор, пачки из-под сигарет. Срач после себя оставили, видать, место для шалаша тоже было. Это тоже мы все соберем, все уберем, после себя оставим полную чистоту и порядок. Экшн камера у меня тоже что-то заглючила. Попробую поменять карту памяти, может быть, она заполнилась. Толком я еще не разобрался в 4-й модели. Свою эту более-менее знал. Надеюсь, причина в карте памяти, потому что изначально она написала CD error. Вот, как-то вот так. Немножко упало настроение из-за досадных недоразумений, которые были сегодня с утра. Но надеюсь, все наладится.
Да здравствует охота, да здравствует весновка. Все будет хорошо. Рекламная пауза. Ну, друзья, и подтверждение своих слов хочу показать, что осталось от моего шалаша. Мой шалаш трансформер стоял вот здесь. Как мы видим, осталось чистое место. И сейчас он перекочует вот туда. Он уже практически выглядит как шалаш, потому что все ветки, камыш, вот всю эту сухую траву все перенес на безопасное расстояние здесь, чтобы не затопило вот мои шмотки. Пойдем посмотрим. Старый шалаш стоял вот здесь. Как мы видим, если бы я построил его здесь, вот здесь, если бы я его построил, то сегодня я был бы еще сухим. Но здесь был срач, здесь были банки, бутылки, гильзы пустые. И, в общем, я построил шалаш вот чуть сюда. А здесь, как мы видим, уже все затопило. Собрал все гильзы. Вот 2 часа назад я еще здесь спал в спальнике. Вот здесь стоял мой шалаш. Здесь я еще спал. Остался небольшой сухой участок вот здесь, где мои вещи лежали. Остальное я все собрал. Ну да, лучше, конечно, на следующий год, если что строить, лучше сюда. Тут повыше. Сейчас убрал все чистенько. Пол пакета гильз всяких собрал. А у меня 58 моих. Вон. Вчера переходили, здесь воды еще вообще не было. Вон, отрезала полностью. Вода прет очень быстро. Чучела пока оставляем. Сейчас Рома принесет утку, лодку, соберем уток. 2, 3, 4 точно вижу. 1, 2, 3. 3 точно, там не знаю, утка, не утка. Так что кое-что мы все-таки настреляли. И это хорошо. Так, построю я, наверное, шалаш вот туда, куда перенес, там самое высокое место. Зона обстрела будет от тех кустов. Далековато, конечно, но до этих чучелов. А второй шалаш на том бугре, наверное, поправим пока. Там высокое место по центру поставим. Надеюсь, его на денек хватит. Может быть, не затопит еще. Если затопит, придется кидать еще выше его туда. Ну, в общем, есть чем заняться. Будем заниматься, будем переставлять. День обещает быть жарким. Раннее утро уже солнышко припекает. Полный штиль. Опять сегодня будет жара. Но пока Ромки нету, возьму ружье и схожу до озера. Может, там что плавает. Потому что утка туда садилась. Если получится подкрасться, хорошо. Ну, нет, так нет. Все. А потом будем строить шалаши. А потом покажем, что получилось. Вон. Срачи сколько, блин. Господа охотники, оставляйте за собой порядок. Постреляли, собрали гильзы в пакет. Увезли, нетрудно. Зато везде будет порядок и чистота. Не говорю уже о банках, стеклах и все остальное. Уважайте себя, уважайте других. Что, нормально получается? Роман? Получается. Что нормально получается. Шалаш-трансформер стоял вот там, а теперь стоит уже здесь. Последние штрихи, и можно садиться. Так. Так. Так.
Нормально, бабайка получилась. И бабайка для бабайки, не мозги, не компостируй. Так, а тут надо жерди повыше вырубить. А то бывает налетают, пересовывает и все. А так можно вот жерди короткие вот так вот повыше сделать. Да? Вот так вот где-то. По плечи мне жерди. По голову войди. И все. Заходить как? Заходить мы оставим под... Вот здесь, наверное, оставим. И все так раз-раз. Раз. Так, опа. Опа. Раз. Раз. Вот получше вот так поднять. Все нормально? Видать? Ну, голое тело бледнеет. Ну, одежде же я буду. А тут что-то с той стороны вообще все естественно. Так сел. Па-па-па-па. Па-па-па. Ладно, садись, пошел, я потом доделаю. Основное сделал. Пойду я подранков своих собирать. Если найду. Ту, наверное, точно белую ястребу тащил, потому что лежала всю ночь, а не стала. Пока я ходил на озеро. Не знаю. Сейчас попробуем найти. Так. Ну чем мне балдеж, а? Чем мне, как говорится, Черноморское побережье? Ни комаров, ни мух. Балдей не хочу, блин. Жара. Загораю. Вот я уже начал сгорать потихоньку. В общем, друзья, Роман мне принес вот такую вкусняшку. Это налим, что был вчера пойман. Был доставлен домой. Дома его вкусно пожарили. И он приехал обратно. Часть налима. Раз, два, три, 4 кусочка. Пол налима где-то. Вот. Сейчас мы будем снимать пробу. Сметанки, морковкой. 100 грамма не хватает. Народ думает, наверное, что с каким рыбаком. Третий день уже не пьет. Нормально. Сейчас все дело сделаем. И по маленьких репанем. Чтобы откроем в палатке все двери на москитную сетку. Все окна. И как до вечера, часиков до 5-6, наверное. Это гуси? А, нет. Нет, чайки. Гуси. И что, они мордой налетают, под солнце так еще отсвечивает? У тебя кулики, черки, чайки, гуси, нормально. 2 раза херак, блин. Я говорю, что ты, блин, куликов стреляешь? Это все из-за солнца, я не виноват. Я могу утку В общем, встречать. Одну утку я нашел. Все-таки вчера вечером это были не хохлатая чернить, а вот эти остроносы, крахаль маленький или что, ну, носик острый, с зубчиками. Вот. И раз, 2 черка. Или 3 черка. И связь, да? И связь еще. Получается 3 черка, связь и 2 эти. 6 уток. У тебя ничего? Нет. Ничего. Нулевой результат тоже результат. Правильно ты пришел только утром уже. Ты бабай, я бабай. Ты на камеру снимай, а я кушай. Кофе наливай. Кофе наливай. Ладно. Это так, к слову, показать, чем я завтракаю. Просто кушать хочу. А тут
Хочу попробовать поставить сетку на заливные луга. У нас на сети рыбалка разрешена, но в русле реки Печора рыбачить нельзя на сети. А если вот когда вот так заливают луга, на заливных лугах, то можно. На человека можно поставить 50 метров общей длиной, ячея не меньше 40 миллиметров. Вот сейчас мы 40-очку 3 сетки поставим, метров по 15, наверное, они. Это как раз будет 45 метров. Даже нехватка будет. А, нас двое даже, ёшкин кот. Нам можно еще 3 сети кинуть, блин. Ну, посмотрим. Будет ловиться, не будет. Раньше отец постоянно ловил на сети, как бы я с ним ходил проверять. Сам я очень редко. Чисто для пробы. Может, сижок попадется, хотя навряд ли. Сик все-таки больше русло реки держится, на заливные луга он не так идет. А если ясь будет долбить, сниму обратно. Язя мы и так на продольнике поймаем. Вот. Ну ладно, это мы все увидим скоро. Это будет.